В эфире новости на телеканале Якутия-24. В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Под наблюдением с 18 октября в Якутске будет мониториться ситуация на паромной переправе. Медик на миллион. Арктические районы республики пополнятся новыми кадрами по программе «Земский доктор». Искусство субъективно, а следовательно, плохих произведений не существует. Расскажем о художественной студии Алдана. С 18 октября в Якутске будет мониториться ситуация на паромной переправе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев отметил, что рабочая группа будет отслеживать ситуацию до 25 октября. С 20 ноября планируется, что с маршрута Жатай-Тихтюр начнут работу ледоколы. С 26 ноября начнет работу автозимник республиканского значения Павловск-Катасы. Однако, как и многие другие логистические компании в нашей республике, все зависит от погодных условий. В Устьянском районе в поселке Усть-Куйга открыт очередной торгово-логистический центр Якутопторга. Ввод этого объекта позволит обеспечить снабжение всей Янской группы районов. Отсюда продовольствие будет поставляться в 14 населенных пунктов. Теперь жители Устьянского района могут приобрести овощи, фрукты и другие продукты по тем же ценам, что и в Якутске. В планах на будущий год строительство 4 торгово-логистических центров, в том числе в поселке Батагай Верхоянского района. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Прокомментируйте ситуацию с коронавирусной инфекцией у нас в регионе на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается крайне напряженной. За последние сутки выявлено 252 новых случая новой коронавирусной инфекции. При этом 126 случаев выявлены в городе Якутске. Основные случаи выявляются у лиц старшего возраста. В основные сегодня обратившиеся к нам в городе Якутске, так же как и по всей республике, это лица, которые не прошедшие вакцинацию. В связи с чем для медицинских учреждений является достаточно сложным как протекание их заболевания в последующем, так и, соответственно, само лечение, что как затягивает лечение на более длительный срок и, соответственно, само течение заболеваний у невакцинированных проходит значительно тяжелее, что утяжеляет и нагрузку на медицинские учреждения, в том числе города Якутска, в связи с чем это влияет и на занятость коек. 12 случаев у нас зарегистрировано в Алданском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах. На Мегино-Кангаласский и Намский улус обращаю особое внимание. Последние 3 недели в Мегино-Кангаласском улусе не происходит непосредственно снижение случаев заболевания, в связи с чем прошу обратить внимание еще раз оперативному штабу, как Мегино-Кангаласскому, так и Намскому, на необходимость более жестких мер, направленных на, прежде всего, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также на усиление вакцинации. К улусам-лидерам по количеству выявленных случаев антилидерам относятся Вилюйский, Нюргинский, Татинский и Чурапчинский улусы. Необходимо обратить внимание, что у них зарегистрировано по 8 случаев. Но проблема этих случаев заключается в том, что они зарегистрированы в отдаленных населенных пунктах, в связи с чем достаточно сложно сегодня на базе действующих врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов осуществлять и, соответственно, оказание медицинской помощи. Кроме того, необходимо обратить внимание, что сегодня очень сложная ситуация в Алюкминском районе, где зарегистрировано 7 случаев. И, соответственно, ситуация осложняется опять же тем, что сейчас вновь при том, что наступает зима, будет определенное разделение в районе, в связи с чем оперативному штабу района необходимо обратить внимание на обязательное наличие везде соответствующих медицинских препаратов. От 1 до 6 случаев зарегистрировано еще в 13 районах республики.
Оценивая напряженность ситуации, необходимо сказать, что она остается в Верхневилюйском, Намском, Чурапчинском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском улусе. Обращаем внимание на Усть-Алданский улус, несмотря на то, что учреждение здравоохранения Усть-Алданского улуса достаточно качественно оказывает свою медицинскую помощь. Очень часто усть-алданские жители предпочитают лечиться в городе Якутске, в связи с чем я прошу обращать ваше внимание на то, что прежде всего необходимо лечиться в самих Барагонцах. Для этого есть все соответствующие условия. В медицинских организациях в тяжелом состоянии у нас сегодня количество лиц увеличивается, их 186, и увеличилось количество пациентов на ИВЛ 46. Необходимо обратить внимание, что мы увеличили койки с ИВЛом. В связи с этим, соответственно, растет и потребление как кислорода, так и нагрузка на, соответственно, врачебный состав. Медицинские организации, как уже не раз обращал внимание глава Республики Саха-Якутия, работает в достаточно сейчас самых сложнейших условиях. С такой нагрузкой еще не сталкивались наши медики, но они стойко выносят и эту волну коронавируса, в связи с чем мы сегодня еще раз обращаемся ко всем о необходимости вакцинирования. В целом получили у нас вакцинацию 51% от общего числа количества от взрослого населения республики. Это 367 076 человек. Из них 69 891 старше 60 лет, что составляет 49 от общего количества лиц старше 60. Ревакцинировано в Якутии 18 100 человек. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия ревакцинация является рекомендована соответствующим лицам, которые прошли либо вакцинирование по истечении 6 месяцев, либо перенесли заболевание. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы видели с вами ситуацию, которая происходила в ночь с субботы на воскресенье в городе Якутске, тогда как при открытии ряда увеселительных заведений, соответственно, было большое количество народа, в связи с чем органами внутренних дел и административными комиссиями, соответственно, принимаются меры административного воздействия на данные учреждения и организаторов, а также на лиц, участвующих в подобного рода мероприятиях. Еще раз обращаю ваше внимание, что с 20 числа вход во все культурные учреждения города Якутска осуществляется посредством QR-кодов. QR-коды дают возможность, являются пропуском, по сути дела, пропуск для того, чтобы заходить в те учреждения, которые работают у нас на территории республики. QR-коды имеют граждане, которые прошли вакцинацию, либо переболели. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. В этом году 137 медиков республики поедут работать в сельские учреждения здравоохранения по программе «Земский доктор». Преимущественные квоты предоставлены для арктических районов республики. Из общего количества земских медиков 84 специалиста будут работать на арктической территории. Отметим, что категории медработников в этом году расширены. Более того, с 2021 года возобновлена программа улучшения жилищных условий. То есть теперь земские врачи до 40 лет имеют полноправную возможность получить дополнительную денежную выплату для приобретения однокомнатной благоустроенной квартиры. Врачи до 40 лет, прибывшие, переехавшие в арктические и северные районы нашей республики, имеют право участвовать параллельно в программе обеспечения жильем медицинских работников. Программа предполагает предоставление социальной выплаты в размере 50% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры на приобретение жилья с условием обязательной отработки в медицинской организации в течение 5 лет. На сегодняшний день показатель эффективности реализации федеральной программы как земский доктор и земский фельдшер всего заключено 16 договоров. Из них с врачами 11 и 5 фельдшеров. В Намском районе, далеко не самом холодном районе Якутии, появилась первая ледовая фигура. Лауреат международных конкурсов, победитель Сочинской олимпиады по ледовым скульптурам Александр Шадрин провел мастер-классы. Мероприятие посвятили 25-летию его творческой деятельности. Знаменитые мастера республики высоко оценили первую работу, выполненную изо льда в новом сезоне.
Плохих картин не бывает, убеждена алданская художница Ирина Селиванова. Педагог по образованию самосовершенствуется в свободное время. Ощутив потребность поделиться мастерством, она открыла художественную студию и сейчас передает навыки детям. К магии изобразительного искусства прикоснулись и наши корреспонденты. В художественной студии Ирины Селивановой очередное занятие. Девочки создают объемный пейзаж. Процесс сложный, умозрительно необходимо представлять каждый штрих. Это называется пластилинография. Мы рисуем, так скажем, пластилином. Мы на основе, на твердой, размазываем красиво, с красивыми переходами пластилин. И также мы учимся смешивать пластилин, то есть мы создаем свои оттенки. Аналогичные задания уже выполнили другие группы, посещающие художественную студию. Все созданные пейзажи разные, однотипных картин здесь нет. Ученики познают разные художественные техники и учатся их комбинировать. И здесь мы занимаемся творчеством в разных направлениях. То есть мы не только рисуем, мы и лепим из пластилина, из глины, рисуем на витражах, то есть разные техники осваиваем. Художественная студия Ирины Селивановой в первый день зимы отметит день рождения. Год назад в бизнес-инкубатор пришли юные художники. Сегодня студию посещают порядка 60 дошколят и школьников. Ирина Юрьевна начала заниматься тоже с дошколятками и школьниками, тоже учит их азам рисования. Возможно, будут у нас и художники будут у нас в Алдане, потому что вот у меня у самой отец художник был. И в то время было очень много плеяда художников в художественном училище. Сейчас что-то не так много, но хотелось бы. По образованию Ирина Селиванова – педагог. Ранее она работала в школе. Обучая ребят изобразительному искусству и черчению, в свободное время Ирина Юрьевна самосовершенствовалась, оттачивая мастерство. Я, в принципе, люблю детей. И, видимо, настал такой момент, что хочется своими навыками с кем-то поделиться. То есть я рисую портреты, сама создаю, сама себя развиваю. И в какой-то момент я подумала, почему бы не помогать развиваться детям в творческом направлении. Плохих или неправильных произведений, убеждена Ирина Юрьевна, не бывает. Любое творчество является воплощением мировосприятия автора. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Якутский фильм «Вертолет» режиссера Михаила Лукачевского получил специальный приз оргкомитета 5-го Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Отметим, что это крупнейший кинофестиваль на территории Крайнего Севера России. Напомним, что ранее фильм также стал триумфатором фестиваля «Киношок», где помимо главного приза «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм получил призы за лучшую режиссерскую работу, приз имени Александра Княжинского за лучшую операторскую работу в полнометражном кино и диплом прессы за кинематографическое преодоление времени и пространства. К этому часу это вся информация. Хорошего дня!